Канал «Эфир». В Казань с проектом «Поэт в России больше, чем поэт» приехал Евгений Евтушенко. Известный поэт собрал команду единомышленников из ведущих актеров театра и кино. Они предлагают россиянам вспомнить свои поэтические корни и прикоснуться к знаковым именам в литературе. Казань, к слову, стала 10-м городом поэтического вояжа. С именитым шестидесятником встретился Дмитрий Пивоваров. Москва товарная студентов любит и выручает, дает работу. У каждого есть свой Пушкин, и перефразирую свой Евтушенко. В программе «Поэт в России больше, чем поэт» поклон русской поэзии и отдельно взятым авторам. Носителями языка выступили известные персоны кино и театра. Культурный вояж поэтов и актеров – это и отсылка к недавно изданной многотомной антологии русской поэзии под редакцией Евтушенко. Нас Пушкин выдышал одноупряжно. Кто кого выше был, не так уж важно. Выступали в Политехническом музее, были поэтические диспуты даже. И это было так здорово, это было так замечательно, потому что Серебряный век русской поэзии расцвел таким обильным цветом, такими обильными плодами во всех направлениях, кого только не было у нас. Лучше прослыть предателем, чем им стать. Один из участников проекта, Игорь Скляр, играл отца Евтушенко в его первом режиссерском проекте – автобиографическом фильме «Детский сад». Скляр появился в фильме в сцене допроса немецким офицером в исполнении выдающегося австрийского актера Клауса Марии Брандауэра. Поднимаю трубку. Здравствуйте, мне хотелось бы услышать Игоря Скляра. Я говорю, это я. Как удачно, здравствуйте. Значит, меня зовут Евгений Евтушенко. Я тут же подумал, в 6:30 утра, какой, кто-то разыгрывает наверняка. Но оказалось действительно Евгений Александрович, и он мне, наверное, почти 3 часа убеждал в том, почему я, и только я, должен играть эту роль его отца. Самого Евгения Евтушенко волнует все, разумеется, глобальное. Человек, переживший не один режим в развитии общества, мыслит, разумеется, глобально. Сейчас одновременно происходит на планете примерно, так, грубо говоря, штук 15 войн. Таких, вроде бы лилипутских войн. Если их сложить все вместе, они слагаются все эти военные конфликты, слагаются по количеству жертв вообще в такую мировую войну, короче говоря. Это очень опасно. Эбола, национализм, природный катаклизм и отдельно взятой человеческой трагедии никогда не оставит равнодушным большого мастера. У меня есть один замысел по имени «Голубь Сантьяго». И этот фильм, он посвящен проблеме все учащающихся самоубийств среди молодежи. Это, к сожалению, происходит не только в нашей стране, хотя наша страна, увы, находится в авангарде. Быть человеком – таков посыл вечера поэзии и музыки, который в каждом городе показывается по-разному. Хотите? Буду безукоризненно нежный. Не мужчина, а облако в штанах. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир». И кроме